судеб, связанных с этими двумя монастырями. Сегодня в студию мы пригласили авторов этого документального фильма «Возвращение» Татьяну Рожину и Сергея Сорокина. Итак, первое слово вам, Татьяна. У фильма «Возвращение» трудная судьба. Полностью работы над фильмом были завершены уже почти 3 года назад, но до сих пор его видел только узкий круг зрителей. К сожалению, умер, не дождавшись эфира, и наш герой первой части фильма Прокопий Дмитриевич Королев. Однажды настоятель Свято-Вознесенского храма, отец Иоанн, сказал мне: когда делаешь Божье дело, то есть пытаешься сделать что-то, что касается жизни духа и веры, жди испытаний. Фильм наш был приобретен Всероссийской телерадиокомпанией, но постоянно возникали обстоятельства, которые мешали его показу в эфире. Когда в Ульяновском монастыре начались восстановительные работы, мы решили показать наш фильм по эфиру телекомпании «Коми-Гор», дабы жители Республики Коми смогли прикоснуться к истории этого монастыря. А в 1991 году, когда мы только начинали работу над фильмом, мы встретились с епископом Архангельским и Мурманским Пантелеймоном, который тогда не видел возможным восстановление монастыря. И нам показалось, что на этом история Ульяновского монастыря закончилась. У нас, Сергей, помнишь, возникла тогда идея снять вторую часть фильма о Курской коренной пустыне. Да, мы ее сняли, и тогда Курская коренная пустынь, этот известный русский монастырь, только восстанавливался. Сейчас, надеюсь, там уже восстановлены очень многие храмы, и слава Богу, что начал восстанавливаться и Ульяновский монастырь. Но мне бы хотелось сказать еще немного о героях нашего фильма. Мне трудно вспомнить, но, пожалуй, никогда не было так же трудно, как в этом случае, убедить людей принять участие в съемках. Уже хорошо зная наших героев, уже хорошо зная людей, не раз с ними встречаясь, мы, тем не менее, очень долго получали отказ на беседу с включенной камерой. Причины такого отказа были понятны. Ведь одному из них, герою первой части, Прокопию Дмитриевичу Королеву, в молодости послушнику Ульяновского монастыря, в зрелые годы высокопоставленному партийному работнику, мы предлагали ни много ни мало, а вспомнить всю свою долгую жизнь, искалеченную тяжелыми обстоятельствами времени, страшными обстоятельствами времени. А от другого героя второй части, отца Иоанна, моего сверстника, когда-то солиста вокально-инструментального ансамбля, на момент съемок монаха, игумена Курской коренной пустыни, мы ждали разговора сокровенным о том, о чем можно говорить лишь тогда, когда этого желает душа. Нам стали близки эти люди. Одному из них, уже ушедшему из нашей жизни, мы сострадали, а находясь рядом с другим, мы заряжались той энергией любви и добра, любви и света, которые очень щедро исходили от этого человека. В 1383 году святитель Великопермский Стефан основал Ульяновский монастырь в верховьях Вычегды, в 165 верстах к северо-востоку от Усть-Сысольска, на правом берегу реки, при подошве холмистого возвышения, пересекаемого на юго-востоке речкой Мельничную, а на западе озером Спасским.
Святой Стефан монастырь этот, имевший характер пустыни, учредил во имя спаса нерукотворного образа. Сколько в нем было братьев, какой устав, долго ли он существовал, когда пришел в запустение, ни записей, ни преданий не сохранилось. Во время патриаршества Иосафа во второй половине XVII века вдовий священник Московской церкви Федор Тюрнин пожелал возобновить заброшенную Ульяновскую пустынь. Патриарх Иосаф постриг его в иноческий чин, наименовав Филаретом. В 1667 году, заручившись патриаршей грамотой на возобновление пустыни, Филарет отправился из Москвы в дальний путь, малоизвестные местности, населенные грубыми зырянами, с твердым намерением укрепить Слово Божие во вновь просвещенном христианской религией народе. Он взял с собой 4 своих сыновей, которые дали обет впоследствии быть тоже монахами. На необитаемом в те времена месте Тюрнины построили небольшую деревянную церковь во имя Спаса нерукотворного образа. В конце того же 1667 года во вновь построенном храме отправлялась уже божественная служба. Недружелюбно приняли Филарета с сыновьями окрестные зыряне. Они видели в пришлых людях чужеземных колонизаторов, которые под личиной христианского подвижничества захватывают удобные земельные владения. Но это продолжалось недолго. Филарет своим терпением, кротостью и услужливостью успел снискать расположение жителей, которые, посещая затем Спасскую пустынь, уже извинялись перед ним в своих неприязненных действиях и просили прощения. Окрестные крестьяне сделались усердными и благочестивыми посетителями пустыни и наделяли ее кто чем мог от посильных трудов своих. Из описания, составленного по поручению иноков Ульяновского монастыря Арсеньевым в 1889 году. Жили плохо. И, конечно, бабушка главным образом вопрос подняла. Меня в молодости называли Проня. Проня говорит, сейчас дома кушать очень мало, что попадется тебе. Когда-то ты в молодости болела очень сильно, и мы, говорит, за тебя тогда молились, чтобы ты остался жив, и обещали, говорит, если ты останешься жив, мы тебя когда-нибудь в монастырь отдадим. Такое обещание, говорит, на самом деле у нас было. Вот сейчас, говорит, настало время, бабушка мне говорит, настало время, когда этим делом надо воспользоваться, и тебе идти в Ульяновский монастырь. Ты там будешь сыт, работать все равно, дома будешь работать, и там будешь работать. Это не важно. В крестьянском хозяйстве не привыкать работать. У нас очень рано учили сельского хозяйства, скажем, косить. Меня вывели 8 лет. 9 лет самостоятельный косарь уже. И так волей судеб я оказался в Ульяновском монастыре послушником. Прокопий Дмитриевич Королев, последний из живущих ныне обитателей бывшего Ульяновского монастыря. Чуть-чуть свободное время я всегда бегу в клирос. Таким образом, моя сельскохозяйственная работа, будучи послушником, была и в клиросе. В клиросе уже я в связи с тем, что в клиросе пою, приблизился уже более крупными монахами. Они лишь следят за этим делом, они очень сильно слушают голос и так далее, все это очень внимательно следят. Тем более они стремятся этот голос использовать для такого, а вы знаете, церковные песни ведь приятные по звуку и так далее, довольно приятные. Я и сейчас их люблю слушать. Вот которые вот сейчас дают, так я их люблю слушать. Особенно многоголосицы, когда слышно какая-то, знаете,
приятное такое звучание песни. И вот так я продолжал и работать в Ульяновском монастыре. В году 1860 по высочайшему разрешению на месте бывшей пустыни во имя спаса нерукотворного образа, более столетия до тех пор пребывавшей в запустении и ничтожестве, был учрежден мужской общежительный монастырь под наименованием Троицко-Стефановского Ульяновского. Пришедшие в Ульяновскую пустынь монахи принялись было усердно возобновлять монастырь. Но приступить к коренному сооружению обители иноки не могли, потому что большинство из них были престарелых лет, а главное, между ними не было людей с твердой волею и тем непобедимым терпением, которое необходимо в подобном деле. Они сознавали это сами и потому пожелали, чтобы к ним был вызван для начальствования один из опытных в духовной жизни старцев из Соловецкого монастыря. И вот в 1866 году прибыли в Ульяновскую обитель иноки Соловецкие. На должность настоятеля иеромонах Матфей, бывший более 10 лет наместником Соловецкого монастыря. На должность казначея иеромонах Паисий. Эконома иеродиакон Феофилакт. На первых же порах покровительство Божие проявилось к нам в водворении единомыслия, вспоминал впоследствии инок Ульяновской обители Арсений. Все мы с одинаковой энергией стремились к цели, розни во мнениях между нами не было. Все думали о предстоящем нам деле как один человек. В том-то и заключалась наша сила. Благодаря благословению Господню и неустанным трудам новоприбывших монахов-строителей, Ульяновский монастырь восставал в невиданных прежде в этих глухих краях красе и благолепии. Отовсюду, из ближних и дальних селений, в дни великих православных праздников и освящения вновь построенных храмов, стекались сюда тысячи богомольцев. Января 29 1873 года, вспоминает инок Арсений, назначено было освящение предела в нижнем этаже соборного храма в честь нерукотворного образа. К назначенному дню собралось народу в обитель великое множество. Приехали даже из Чердыни Пермской губернии и Сыжмы Архангельской губернии, так что храм, несмотря на его обширность, и половины не мог вместить прибывших богомольцев. Большая часть их стояла на улице, невзирая на январскую стужу. Освящение совершалось обычным порядком с подобающей торжественностью. После литургии, сколько было народу, всех насытили братской пищей. Итак, в какие-нибудь 20 лет устроилась Ульяновская обитель, не уступающая тем, которые существуют целые столетия. Устроилась не в центре деятельной жизни, не вблизи блестящих городов и пышных столиц, но среди метелей и снегов на Дальнем Севере, в глухом неусторонье, в лесных пустынях, у народа бедного средствами, но богатого верою и чистотою души. Прожил я там год. Меня поместили одного монаху в Кению. Там его койка и моя койка. Он ничего, никаких пренебрежительного отношения не показывал и так далее. Он очень хорошо относился ко мне. Порядки были довольно хорошие. Ну, такой монах, который только один раз стрижку получил именно один раз первый раз меняет, скажем, наш смотритель, который за нами следил. Ну, такие люди, они всегда на работе.
всегда на работе. Но таких людей ведь не один только. А вот эти обслуга, другая обслуга, третья обслуга, четвертая обслуга, таких монахов прилично. А те монахи, которые высшего класса называются, те монахи в Риге, они не работают. Кормили, конечно, нас нормально. Во всяком случае, сын не голодали. Особенно постный период, когда, скажем, супы мясные нельзя давать, молоко нельзя давать и так далее, у нас очень много преобладала гречневая каша. Варили чудесно, крупу на крупу, между прочим, так же, как я сейчас варю, мне дают как этому диабетчику дают. Я то же самое, как они варят. Крупа на крупу. Да. Ой, они хорошо делают. Это очень хорошо. Прямо крупа на крупу. Разделяется буквально все. И вот очень хорошо сытно кормили, но не нарушали. В постное время не нарушали, нисколько не нарушали. Когда зайдешь и последнего монаха, главного монаха, который мы ждем, придет он, и он встает и говорит: помолимся, все встали, крестимся, правильно, у нас вот хорошо, между прочим, научены креститься. Это следят за это, так вот не сделаешь. Они следят за этим делом. Вот люди вот так с махом все это решают. А надо, чтобы вот с чувством долгом ты помолился и крест делал. Следят за этим делом. А так, обеденные перерывы, обеденные столы нормально проходили и питались неплохо. Во всяком случае, хлеба не ограничено. Все они, причем все монахи одинаково питались. Все то, что мне дают, и самого главного то же самое, ничего постороннего не дают. Это дело другое, что у них где-нибудь в стороне где-нибудь. Я этого не замечал и не могу сказать. Но во всяком случае вместе с нами питались. Не отделяйся. Иначе бы, я не знаю, такой дружной жизни бы не могло быть. Из ведомости об общежительном Троицко-Стефано-Ульяновском монастыре Вологодской епархии Усть-Куломского уезда за 1916 год. Церковный устав обители во всем соблюдается по-соловецкому. Служба отправляется в четырехпрестольном соборном храме, в верхнем этаже и в алтаре которого писана живопись. А также в церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы и небольшой каменной надвратной церкви во имя Архангела Михаила и прочих бесплотных сил. В центре монастырского двора колокольня с двумя церквями, вышины с крестом около 31 сажени и 18 колоколами, на 5-м ярусе которой помещены башенные часы с боем. В 9,5 верстах от монастыря часовня во имя Иоанна Предтечи, на северной же стороне собора другая часовня во имя живоносного источника Божией Матери. Среди монастырских святынь особо почитаемы две иконы Спаса нерукотворного образа и похвалы Божией Матери, которым предписывают чудотворную силу. Библиотеку составляют богослужебные книги и другие сочинения богословского и исторического содержания, всего около 1000 томов. Кроме многочисленных каменных зданий и построек, в которых размещаются братские кельи, гостиницы для прихожан,
разные хозяйственные службы, монастырь имеет в своем видении кирпичный завод, водоподъемную паровую машину, водяную мельницу. На монастырском дворе производятся мастерства столярные, слесарные, портняжные, сапожные, кузнечные и прочие необходимые в хозяйственной жизни. По грамоте царя Алексея Михайловича монастырь наделен 815 десятинами удобной и неудобной земли, на которой выращиваются хлебные злаки и овощи. В монастырь принимается на житие большей частью не имущие никакого пристанища в миру, и производится вещественное вспомоществование богомольцам по мере их нужды. В послужном списке значится 11 иеромонахов, 5 иеродьяконов, 24 монаха и 10 послушников. В отчетном году состоящих под эпитимией не было никого. Храмы вообще содержались в хорошем состоянии, очень хорошем состоянии, следили за этим делом. Это привлекало народ. Это в какой-то степени, знаете, я вам скажу, очень сильно влияло на моральное состояние человека и так далее. Вроде как у меня мачеха, они же, мать бывало сходят, да, вроде как возвращаются в церковь, как бы сядут на лавку, слава тебе, Господи, как бы какое-то облегчение почувствовали. Слава тебе, Господи. Красивый собор, очень красивый звук передавался, акустика была прекрасная, акустика и неимоверная хорошая. При мне в 18 году приезжала эта военная группа, вы слышали, наверное, Мандельбаума, такое, знаете, не совсем культурного, военного. Он очень грубый был, говорят, красный командир, Мандельбаум. И он со своим отрядом приезжал туда, останавливался. В Ульяновском монастыре очень хорошо их приняли. В том числе с этим отрядом уехал мой брат, уже возвратился с Империйской фронта Империйской войны, возвратился. И с этим же отрядом он уехал вместе в отряде Мандельбаума, мой родной брат Иван. Вот так. Так что я эту встречу-то хорошо помню. А как монахам отнеслись? Относились хорошо. У них очень ничего. Все монахи, все приготовили, всех их накормили. То, что им для лошадей сена надо, дополнительно сена добавили. У Мандельбаума довольно приличное количество коней было. Сена давали и так далее. Овса дали. Во всяком случае, обеспечили всем хлебом обеспечили. Так что нормально провожали. Настоятелю Троицко-Стефановского Ульяновского монастыря Усть-Сысольского уезда. Продовольственный комитет сообщает, что зареквизированный в обители хлеб в количестве 419 пудов никакой уплаты произведено не будет, согласно постановлению уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Комиссар продовольственного комитета Мишарин, 23 августа 1918 года.
Чем объяснить, трудно сказать, но священник у нас Шумков, отца всегда называл этого неверующим, грешником. Почему-то он не ходил в церковь. Не знаю, чем объяснить. Ведь он же не понимал все эти значения, но почему-то он не ходил в церковь. Мать ходила, все у нас ходили, я ходил, причащались мы и все, а отец не причащался, и священник Шумков называл его богохульником. После года у меня отец возвратился из плена Германии. Он в Германии в плену был. Возвратился домой и сразу же мне написал письмо о том, чтобы немедленно я возвратился домой. Ну как отца не послушаться? Я игумену показываю письмо. Они говорят, что ж поделаешь, родители нам правы отправлять, родители правы и брать своих детей. И они сразу же оформляют, ничего не надо оформлять, пожалуйста, котомку бери и домой возвращайся. Мы же там ничего не имели. Правда, за время года волосы не разрешают стричь. У меня что-то чуть не вот до сих пор волосы уже выросли. Нет, вот, так, достану было. Представляете, не разрешает. Послушникам не разрешает стричь, никого не стригут. И вот таким образом волосы, и потом, ну ясно, гражданской одежды тоже нет, подращик. Вот возвращался я самый настоящий монах из монастыря. Отец, конечно, меня сам же переделал, он сам стрижет волосы и так далее. Моментально, знаете, сделал меня гражданским человеком. Не полных 16 лет я уже стал работать по найму и стал делопроизводителем волосного военного комиссариата. Работником советской власти. Работником советской власти. Наше село Подъезд оказалось между двумя фронтами. Ванебе, значит, белые, Бомне красные, а Подъезд оказался между этими двумя фронтами. И таким образом мы оказались в таком положении, что каждую минуту то появляются белые, то появляются красноармейские отряды и так далее и тому подобное. И вот так мы жили долгий период времени, пока белые не были выбиты из армии. И вот в такой атмосфере решились красноармейские отряды организовать у нас в Новике комсомольскую ячейку. Туго мы записывались, не знали, куда мы записываемся. Главное, не знали по-настоящему, чего же мы записываться будем. И записались в первую очередь, это Королева Екатерина Германовна, член партии с 18 года, она записалась. Потом мой отец записался в комсомол 1872 года рождения. А потом мы стали вслед за ним записываться. И нас записалось 25 человек в комсомол. Один коммунист с 18 года подходит ко мне и говорит, как же так, комсомолец, а ты ходишь еще в церковь? Я говорю, не молюсь. Не молюсь я пою. Негде же мне петь. В деревне действительно негде. А кто думает, что ты не молишься? Комсомолец, а еще в церковь ходишь. Все же видят. Как же мне быть потом? Я действительно думал, да действительно все подумают, что я молюсь, а не нужен мне клирос. Я потом перестал ходить.
я думал, что действительно коммунист совершенно когда он прав. А он его уже нет живых, он в последнее время в Ленинграде жил, он уже умер. Я сам по себе думал, что он действительно прав в какой-то степени. Потом пили где-нибудь после этого? Где-нибудь удавалось попить по-настоящему? Пил, подождите. Потом у меня гармонист был. Этот гармонист хорошо играл, мы с ним дружили. Как в Новике выйдем, да я как шел, и падаю, лемейда, тому левей, том гажей, тому левей, том гажей, да кичмара колема. И за год у меня голоса, ничего от моего голоса не осталось. Абсолютно. Выписка из протокола пленарного заседания областного исполнительного комитета автономной Коми области от 9 марта 1923 года. Слушали о закрытии церквей бывшего Ульяновского монастыря и о выселении из бывших церковных зданий домов этого монастыря монахов и об использовании зданий для нужд совхоза. Сущность этого вопроса заключается в том, что со дня организации на месте Ульяновского монастыря в декабре 1918 года советского хозяйства церкви монастыря закрыты не были. Оставшиеся монахи в числе 5-6 человек и по сие время продолжают совершать религиозные обряды. Нахождение в совхозе, хотя и небольшого количества монахов-священников, безусловно отражается на рабочих совхоза дезорганизующим образом. Постановили все имеющиеся церкви закрыть, в выселении из совхоза монахов поручить произвести отделу внутреннего управления в порядке существующих на сей предмет правил. Из протокола заседания комиссии по распределению имущества, принадлежащего бывшему Ульяновскому монастырю, от 20 июня 1923 года постановили, выслушав мнение представителей заинтересованных сторон, распределить имущество в следующем порядке. Соборную двухэтажную каменную церковь о 5 главах, крытую железом, об оно, деревянную резную статую Христа, об финотделу, книги духовного содержания 5 пудов совхозу, стаканы под масло 24 штуки об комхозу, миску медную с крышкой об компому, комод с выдвижными ящиками обществу друзей воздушного флота, всего 385 наименований распределенного имущества. В 1935 году я закончил институт железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик по тяге и тяговым устройствам. Но у нас Коми республику обратно отправлять некуда. Железнодорожный транспорт не существовал. Те люди, которые из Коми республики по определенным специальностям, скажем, имели определенные специальности, они направлялись в Коми республику, только в Коми республику, никуда больше. Потому что подготовка своих кадров была. А я попался в Магнитогорский металлургический комбинат на внутризаводской железнодорожный транспорт. А потом, через год или 1,5 года работы мастером вагонного хозяйства, мне сообщили о том, что начальник управления будет принимать сам непосредственно мои вагоны, которые будут выпущены в эксплуатацию. А я не придал особого значения. А тут какой-то смысл был определенный. А у нас вагон, вот скажем, ширина вагона
знаете, ширина вагона примерно, знаете, не разрешается класть доски отдельные, скажем, промежутки из двух досок. Обязательно цельная доска от одной, да, и до другого. Не разрешается. Это каждый знал. Каждый у нас человек знал, который ремонтировал. И тем не менее, когда начали принимать, вагон принимает, а у меня из двух досок сделал. И раскрывает. Вот так, знаете, вредительство. Тут добавляли еще другие вещи. Я оказался самым настоящим вредителем. И меня как бракодела исключили, сняли с работы и сняли с квартиры телефон. У нас тогда начальник вагонного хозяйства пользовался и всеми внутренними телефонами и так далее. Все сняли. И вот меня начали вызывать МВД. И кто-то им сообщил о том, что мой двоюродный брат, враг народа, троцкист, Королев Алексей Никитич. И вот такой у врага, родственник врага народа работает в Магнитогорске. Такой человек. Таскали долго таскали. Ничего. Я написал письмо в Магнитогорской рабочей газете. Сказал, все отрицаю, абсолютно неправда, все это выдумка и так далее и тому подобное. И появилась статья «Целый подвал» в Магнитогорском рабочем. Претензия обиженного бракодела. И так меня разраконили в этой статье, что я действительно самый настоящий бракодел, и больше никак даже думать нечего. Какой это год был? Да? Какой это год был? Это был 37-й год. На территории бывшего Ульяновского монастыря, начиная с 1919 года, последовательно или одновременно находились тюрьма, детдом, техникум, больница, отделение совхоза. В бывших же монастырских кельях живут люди, лишенные какого-либо другого крова. Скоро сначала начал ломать в 30-м году. Приехал в Острой тогда, в Острой. Еще там кресты были, и купола опять было. Вот начал купола сверху ломать. Так еще поломали, ровно все сделали, стали внутри класть перегородки. Хотели делать трехэтажный. Ну а потом крышу подняли, закрылись этим деревянной доской. И окна уже были часть. Потом бросили и так и все. После этого крыша упала, гнилой стало уже так. И постепенно стали кирпич разобрать. И все. Ломать-то как следует не могли, да? Ломать-то даже он киркой ломать. Киркой, топором не ломать, кирпич не взять. Вот кому не лень, тебе надо денег, так, 5 копеек штука продавали тогда. Вот иди ломать какие надо, и потом приезжает, покупает его, и все. С Шклома, с Кужбы, с Деревянска, и все так, и все пропили его. Ну, тогда уже я пришел к выводу, что мне уже на руководящей работу в Магнитогорске нечего думать. Сейчас все дороги отрезаны полностью. И я пошел помощником машиниста паровоза. Свободно, вот.
горкомы партии еще так и знали о том, что я ведь еще таки пропагандист. Они не теряли меня. Они не теряли из виду. Они, кстати говоря, да, кстати, вот даже сейчас можно сказать, после стольких лет, они меня очень сильно хвалили. На самом деле хвалили, что с точки зрения подготовки, проведения занятий в моем кружке, это одна из лучших образцов с точки зрения знаний и так далее, и как я даю задания коммунистам подготовки, как я ссылаюсь на определенные материалы для подготовки и так далее. Они все это проверяли, все это. И они всегда говорили, что один из лучших пропагандистов во всем городе Магнитогорске. А как вы стали пропагандистом? Я же сказал вам, как пропагандист он сказал, я же Куйбышевский райком партии утвердил меня пропагандистом, и все, города Ленинграда. Не спрашивали меня. Мне предложили зав. Транспортным отделом Челябинского компартии. Я сказал, согласен на эту работу. Утвердили меня зав. Транспортным отделом Челябинского компартии. Материал отправили в ЦК, а там национальный знакомый. ЦК знают о том, что в Коми Республике транспортный отдел организован, а там ни одного транспортника нет. Ни одного железнодорожника нет. Ни одного. Они ухватились за это дело. Меня вызвали в ЦК, говорят, мы вас утвердим за транспортным отделом, но не Челябинского компартия, а Комовского. И даже не стали спрашивать. Даже никакого согласия, даже намека не было насчет того, что согласен я или не согласен. Весь период именно так и поступали. Не спрашивали, согласен. И так утвердили меня за транспортным отделом Комьевского партии. Перед самой войной я оказался здесь. Здесь строили железную дорогу. На Воркуту. И вот этой работой тут я и застала. И основательно застала. Черт его знает. Я много работал. Ой, много. Ой, много работал. Крепость это была, это уже, так сказать, в 36 году сначала в школам стали строить этот МТС, вот туда вот часть кирпичей. А потом приехал в 39 году лагерь заключенных привезли. Вот стали они ломать, возить кирпичи туда. Возляк сейчас считается, туда возили. Когда приехал застрой, тоже поднялись и там, вот сейчас старое разрушим, новое построим. А мы внизу, я говорю, ничего не получится, и точно так и стало. И вот начали строить. Зима была очень суровая. Такой зимы я, пожалуй, и еще не знал. Скажем, даже я вам трудно даже поверить. На Воркуте толщина льда достигала до 1,60 сантиметров. Толщина льда. До 1,60 сантиметров. Значит, там, где перекаты, лед доходил замерзал до песка. И вода поверх потом шла. Понимаете? А там, где этот, как его, 1,60 сантиметров, это такого льда я еще не видел никогда. И
люди, конечно, многие заключенные заморозили лица, уши. Много таких было. Хорошо, что все это обеспечивали, знаете, мазали, следили за этим делом. Но так, чтобы смертоносность какая-то была бы из-за этого. Я не видел этого. Сейчас очень много преувеличивает это вопрос. А суровая зима была. Заключенные работали на славу. Я должен сказать, они понимали, что значит отсутствие Донбасса, что значит Арктические угли. Они ведь понимали, прекрасно понимали. Заключенные работали очень хорошо, очень хорошо. Никогда никаких бунтов, никаких, говорят, как сейчас в Воркуте, никогда не поднимали такие роли. Учитывая такую суровую зиму, мы расстояние между отдельными шпалами увеличили и надеялись на мороз. И мороз действительно нас выручил. Так сковало эту дорогу, что во всяком случае в ближайшее время на то, чтобы ее кто-нибудь в какой-то степени тронуть его, невозможно было даже. Вот, понимаете, мы вышли из положения только этим самым. А по мере того, как только у нас шпалы поступали, мы тихонечко все промежуток добавляли. Сначала надеялись на весну. И представьте себе, я из Воркуты выехал в Ханарей, и в Ханарее пурга меня застала, и дальше двигаться невозможно было. Такая пурга, просто невозможно было. И пока я сидел там, представляешь, это было вдруг резкое потепление после этой пурги. А у нас пропускные эти трубы были маленькие, еще не хватало, все это, знаете, не то было. И вода пошла поверх насыпи. И от Воркуты до Сивой Маски кое-где право висели эти шпалы, рельсы висели. И таким образом движение все равно прекратилось. Абсолютно полностью движение прекратилось. И таким образом нам пришлось на весь июнь месяц восстанавливать обратно дорогу от Сивой Маски до Воркуты. Это ведь выдумка на костях. Печорская железная дорога построена. Это выдумка. По крайней мере, я должен вам сказать, я приехал в начале мая 1941 года и до 1953 года работал в обкоме партии, и такого не видывал, чтобы на костях Печорская железная дорога была построена. Нет, не видывал. Я ведь очень много лагерных подразделений бывало. Да и, наконец, я должен был отвечать в какой-то степени, как секретарь обкома партии по транспорту. Отвечать должен. Как не знать, что творится в лагере, чем кормят и так далее. И даже пробовали пищу их
попробовать перед началом. Такой Мич, так вот вы были, так сказать, ну, по партийной линии самым главным, что ли, руководителем строительства? По существу, да. На строительство Печерской железной дороги я получил вместе со всеми строителями вместе орден Красного Знамени. А потом впоследствии, несколько позже, орден Отечественной войны второй степени за эту же работу. Из трудовой книжки Королева Прокопия Дмитриевича. 7 апреля 1948 года назначен начальником политотдела Севжелдорстроя МВД. 10 января 1951 года по решению ЦК ВКПБ направлен в Комиобком ВКПБ в качестве заведующего транспортным отделом. 19 февраля 1953 года назначен начальником политотдела Ижемского отделения Северной железной дороги. С 14 апреля 1960 года пенсионер союзного значения. Прокопий Дмитриевич, ну вот сейчас вот уже вам сколько? 88 лет, да? 88, 89. Вот прошло, сейчас я посчитаю, 74 года с тех пор, как вы покинули Ульяновский монастырь. Вам ни разу не хотелось вообще, так сказать, съездить на это место и посмотреть? Нет, ни разу. Ни разу такого желания не возникало. Кстати говоря, я считаю, что такие монастыри, надо их ликвидировать, чтобы их не было вообще. Это дело другое, скажем, религия одно дело, церкви, скажем, другое дело. Человек верует, скажем, и в то же время он в обществе живет. А это отодвинуть человека, отделить от общества, это самое худшее, это потеря человека, здравомыслящего человека потерять. Это ведь неправильно. Это ведь абсолютно неправильно. Все-таки, как говорят, с Богом умирать легче. Когда есть, так сказать, надежда на то, что там есть другая жизнь, духовная, а без Бога не страшно? Нет. Нет. Ничего не страшно. Умирать так умирать. Если позволено, другого выхода нет.